Общественная жизнь в нашей республике за последнее время активизировалась, и мы, конечно же, постараемся держать руку на пульсе событий. Сразу же я хочу представить вам наших гостей, а потом мы представим нашу тему. Вот такой порядок мы придумали. Итак, наши гости сегодня. Мухаммед Килба, секретарь Совета Безопасности, герой Абхазии из Карачаева-Черкесии. Анзор Гоуф, министр здравоохранения Абхазии, кавалер ордена Леона из Кабардино-Балкарии. Муаед Афаунов, председатель общественной организации Адыгэ Хасе в Абхазии, кавалер ордена Леона. Аслан Абаев, герой Абхазии, доброволец, тоже из Кабардино-Балкарии. Наши гости сегодня попросили присутствия в нашем эфире для того, чтобы ответить на тот вопрос, который прозвучал вчера на пресс-конференции блока оппозиционных сил. Итак, я вот зачитаю сам вопрос непосредственно. На этот вопрос отвечал председатель общественной организации Абзанхара Нукзарашуба. И там была дана своя оценка отношения к добровольцам. И поэтому хотелось бы, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос, который был вчера, и вот я его процитирую. Нынешнее руководство, когда боролось за власть, часто говорило о том, что мы оставили без внимания наших северокавказских братьев, что мы их не опекали, что ослабли контакты и взаимоотношения. Прошел год. Как вы можете охарактеризовать эти взаимоотношения? Что изменилось? Вот скажите, пожалуйста, насколько соответствует действительности вот это заявление господина Ашуба о том, что реальных дел нет? В принципе, особого желания не было комментировать позицию данного господина, но он по определению быть объективным никак не может. Почему? Потому что он не настолько пребывает на Северном Кавказе, ситуацию на Северном Кавказе он знать не может. Но по существу данного вопроса я бы хотел именно акцентировать на то, что, видимо, ни для кого не является секретом, как на Северном Кавказе, так и здесь, в Абхазии, на уровне общественности, простых людей, что эти взаимоотношения не только они были утеряны или ослаблены за прошедший год, они были практически заморожены. И пиком всей этой деятельности было то, что на праздновании 20-летия Победы здесь, на площади, торжественным маршем проходили с нашими подразделениями формирования различного характера, кроме представителей добровольцев из Северного Кавказа. А сейчас, за это короткое время, в течение прошедшего года, усилиями руководства страны в лице президента, лично по его инициативе, не жалея, как говорится, ни времени своего и здоровья, практически проездил по всем субъектам Российской Федерации с рабочим визитом, как на юге, на Северном Кавказе, на юге России, так и в Южной Осетии. И, естественно, уровень этих взаимоотношений, которые были инициированы президентом, они возымели практическое продолжение или дали толчок именно развития отношений и уже и на межведомственном уровне, как Министерство культуры, Министерство образования, различных наших комитетов, так и нашей общественности. И нам и отчасти повезло то, что именно этот год был объявлен, как здесь в Абхазии, так и на Северном Кавказе, годом празднования юбилея Владислава Григорьевича, то есть 70-летия со дня его рождения, и различные меры, они до сих пор продолжают проводиться в различных форматах на всем Северном Кавказе, и в частности здесь не дадут мне соврать именно насколько было отношение, с каким энтузиазмом и подъемом люди принимали участие в этих мероприятиях, посвященных этой дате. Даже в переполненном драматическом театре в городе Черкесске женщины, когда показывали хронику кадров Владислава Григорьевича, они даже в этом зале плакали именно от того, что они могли быть сопричастны
к этим мероприятиям, к этим событиям, которые связаны с этим великим человеком, который является не только великим для народа Абхазии и для всех народов Северного Кавказа. Поэтому с практической точки зрения действительно сделано немало, но предстоит сделать еще больше. И я думаю, что тот импульс, который задан, тот тон, который определен именно руководством страны, оно будет иметь свое продолжение. И в частности, здесь я хотел бы еще остановиться на том, что даже на горизонтальном уровне на сегодняшний день готовится соглашение о подписании между Ачамчирским районом Абхазии и Абазинским районом Карачаево-Черкесии о районах или о субъектах побратимах. Поэтому планов очень много, и как здесь, так и в Республике Северного Кавказа это подхвачено, и я думаю, что оно будет иметь очень позитивные и добрые продолжения. Вы говорили о том, что дали такую оценку, что взаимоотношения с добровольцами, они несколько складывались в негативном свете. Вы даже их охарактеризовали как отношения, которые были заморожены. Вот конкретно все-таки хотелось бы, чтобы вы тоже добавили, что было конкретно по этому поводу сделано вот за этот год. Касаясь ведомства здравоохранения, то, что мы работаем с ведущими клиниками России, это Москва, Санкт-Петербург, также в рамках визита президента Абхазии в регионы Северного Кавказа я ездил в Адыгею, в Кабардино-Балкарию, в Северную Осетию, то есть с ними были подписаны соглашения. Также с Федеральным центром Беслана, Минздрав Кабардино-Балкарии и Минздравом Адыгеи. В рамках визита президента в Адыгею как раз приехали врачи сосудистые в Абхазии и провели ряд операций, бесплатно сосудистые операции. Также все больные, которые лечились вот в Москве, куда мы не могли отправлять по определенным причинам, Кабардино-Балкария и Федеральный центр Беслана и Северной Осетии принимали наших больных по первому звонку. То есть там как бы эту нишу они заполнили сразу. И отношение к нашим больным было просто, они приезжали туда очень с хорошим мнением, и отношение к ним было великолепное. Второе, то, что, конечно, мы вот в рамках социально-экономической помощи России и Абхазии, мы закупили оборудование рентгеновское у старейшего завода, который находится в Майском, территории Кабардино-Балкарии, Тевкав рентген, с помощью которого сегодня, уже вчера вот началась диспансеризация Абхазии. То есть они выполнили свой контракт на все 100% и уже начали эту программу. То есть сказать, что никаких связей нету, это ошибочно. Сейчас будет конференция в ноябре в Нальчике кардиологов, куда мы получили официальное приглашение для наших кардиологов. То есть все это говорит о том, что у нас связи укрепляются только на разных уровнях. Не говорится только о здравоохранении, но во всех. Но вот так как я возглавляю это ведомство, то есть эти все вопросы не снимаются. И наши студенты, я смотрел, как они учатся, и к ним отношение тоже великолепное. Прошлые годы по вопросам гражданства, сейчас с 2008 года, 2009 года, заявления, которые лежали, вот сейчас ребятам добровольцам, только сейчас получили они указом президента гражданства Абхазии. Еще наградные листы где-то лежали до сих пор. Ребята не получали награды свои заслуженные. Вот эти все вопросы сейчас вот в это время решается. Также по Адыгее поездка президента, мать и отец подошли, Диколенко, без вести пропавшего. Президент их сюда пригласил, здесь им награду все вручили, останки были идентифицированы, там это ДНК сдали, все нашли, вот перезахоронили домой. Очень много работ было сделано за этот год. И наши добровольцы практически сейчас вернулись, уже отношения совсем в душе уже развернулись обратно. Вот на День Победы Анзор Кучаева Эмма приехала, она медсестрой работала, тоже смотрит вернуться уже сюда. Вот так ребята уже потихоньку возвращаются. Это большой шаг, большая работа была сделана. По поездке по нашим северокавказским республикам я лично присутствовал.
всех добровольцев принимали на высшем уровне. Так что здесь немало работ было проведено. Раньше, в прошлые года, на День добровольцев и День Победы был лимит на добровольцев, по 5 человек с каждого региона. Сейчас это нету. И добровольцы с большим удовольствием приезжают встречаться с боевыми товарищами. Если, как этот господин сказал, что нету отношения, как тогда вот это добровольцы приезжают, ни один, ни два, ни три, и никакого ограничения нету. Раньше лимит был 5 человек с каждого региона. 5 добровольцев на День добровольца и на День Победы. А сейчас никаких ограничений нету. Ребята приезжают с удовольствием, встречаются с боевыми товарищами, отдыхают и уезжают. Так что есть большая работа проведена насчет объединения добровольцев и боевых товарищей, и отсюда и ветеранских организаций. В рамках даже Министерства культуры уже ряд выставок был как и в Кабардино-Балкарии, так и в Абхазии. Адыгее был ряд выставок. То есть они работают, и он таки очень серьезно. На сегодняшний день все союзы абхазских добровольцев на Северном Кавказе, они с пониманием относятся и очень поддерживают те шаги, которые предпринимает непосредственно президент. И мы сами все были свидетелями, когда они чуть больше года тому назад письменно поддержали именно политику, как кандидатов в президенты. И по приезду Раула Джимковича туда, на Северный Кавказ, они его воспринимают как своего президента, как своего главнокомандующего. И я хочу подчеркнуть, вот за 20 с лишним лет, прошедшие после войны, если даже отсюда те единичные боевые награды, которые передавались туда, они вручались где угодно, иногда, как говорится, в полуподвальных помещениях. Впервые в Карачаево-Черкесии, это я там даже подчеркнул, вот оно брало гордость меня, взрослого человека, который первые награды я получал, как говорится, в более молодом возрасте, в советское время, когда я служил в советской армии. А здесь молодые ребята, которые добровольно сюда пришли и, рискуя своей жизнью, добыли эту победу, они практически оказывались без внимания. Но когда президент нашей страны эти награды вручал в Доме правительства, это было настолько торжественно, настолько это брало за душу, что не смогли предыдущие 20 лет, к великому сожалению. Это можно его посчитать несущественным, но я думаю, что для тех ребят, которые находились впервые в Доме правительства у президента Карачаева-Черкесии вместе с президентом Республики Абхазия, эти награды публично, в присутствии, как говорится, большого количества людей, и особенно те награды, которые вручались посмертно их родственникам, действительно это воспринялось очень тепло. Оно имело очень такой существенный эффект. Ну, знаете, такой традиционный тоже вопрос, вот что нужно сделать в дальнейшем для того, чтобы вот взаимоотношения с добровольцами, с нашими братьями Северного Кавказа, они как бы укреплялись. Добровольцев вычеркнуть из истории Абхазии, особенно новейшей истории Абхазии, это не удастся никому, это невозможно. Вы думаете, есть такие намерения? Я думаю, что намерения, наверное, нет, но это все сделать неактуальным сегодня, это двинуть на второй и третий план. Именно сегодня такие цели, они усматриваются. А через десяток лет еще неизвестно, как к этому будут относиться. И тем более, если это не пропагандируется, если эти люди здесь не присутствуют, если этих людей не видит молодое поколение, что может быть через 20, а то и 30 лет. Мне это тяжело, как говорится, предсказать или тяжело прогнозировать. Именно в разрезе этого, через этот ракурс, я именно говорю о том, что завтра и могут забыть о том, что здесь были вообще представители Северного Кавказа, и особенно из братских народов адыго-черкесского мира, так назовем. Как вы считаете, что еще нужно, что еще необходимо сделать для того, чтобы эти взаимоотношения укреплялись? Надо работать с молодежью, объединять молодежь. Добровольцы добровольцами, уже и добровольцы уходят. А дети добровольцев и дети ветеранов, вот их нужно объединять. Побольше связи между молодым поколением. Если мы это наладим, никогда это не порушит. Если мы не сможем это наладить, грош нам цена. Я думаю, что надо возобновить все-таки, это так, моя мысль, что возобновить институт представительства в каждом регионе.
Я думаю, что это укрепит связи наши экономические, и политические. И политические это Россия, но, во всяком случае, экономические и социальные, они только будут укрепляться в этом плане. Надо развивать это, укреплять, наращивать. Но трудно, вы знаете, заново все начинать буквально с нуля. Вот мы этим и занялись. Как здесь уважаемый Анзор это сказал, я именно это и усматриваю, что постоянное представительство именно Республики Абхазия на Северном Кавказе, оно должно быть. И через это постоянное представительство, оно даже в те времена, ранние времена, как говорится, послевоенные, когда там присутствовали эти представители во всех субъектах, во всех этих адыгских республиках, да, эффективное взаимоотношение, частота общения и участие в различных мероприятиях, оно было в разы, как говорится. Да, и та критика, которая здесь прозвучала, она действительно имеет место быть, но учитывая, когда ты начинаешь с нуля и наращиваешь ситуацию, это одно, но имея какой-то уровень его продолжать, это совсем другое, наверное, было. А мы практически начали даже не с нуля, а с минуса, взаимных обид, упреков, это мы постоянно слышали. Сделано много, но предстоит сделать намного еще больше. Терять это категорически нельзя, почему? Потому что, зациклившись на своем и обособившись, я думаю, что мы здесь, если будем иметь успехи, то они будут, скорее всего, незначительные. Современный мир это требует, и мы не можем закрыться, говорится, в скорлупе пытаться выполнять те или иные, говорится, задачи, решать те или иные вопросы. Мухаммед, вы замечательно сейчас подвели итог, собственно говоря, нашей беседы, что сделали вместо меня. Так что мне ничего не остается, кроме как завершать нашу беседу. Вот, и я нашим телезрителям еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях были люди известные, естественно, в республике, но все-таки я перечислю их заслуги. Это Мухаммед Килба, герой Абхазии, Анзор Гов, кавалер ордена Леона, Муаед Афаунов, кавалер ордена Леона, и Аслан Абаев, доброволец из Кабарды, тоже герой Абхазии.